Добрый день. Вашему вниманию суммативное оценивание за раздел «Семья и подросток», 8 класс. Первое задание — слушание. Прослушай текст, выполни упражнение. Итак, слово 15. Между умными и глупыми людьми, по-моему, есть существенная разница. Родившись на свет, человек не может жить, не увлекаясь интересными вещами. Дни увлечений и поисков остаются в памяти самыми светлыми днями его жизни. Разумный человек интересуется достойными, серьезными делами, упорно добивается своей цели, и даже воспоминания о перенесенных невзгодах на пути к ней ласкают слух и радуют сердце его слушателей. В ней не найдешь и тени сожаления о прожитых годах. Легкомысленный человек тратит время на него, не стоящие, пустые, бессмысленные затеи. Хватившись, обнаруживает, что лучшие годы пролетели напрасно, и позднее раскаяние не приносит ему утешения. В молодые годы он ведет себя так, будто молодость бесконечна, не сомневается, что впереди его ждут еще более замечательные, заманчивые утехи и радости. Но очень скоро, утратив былую силу и гибкость, он оказывается негодным ни на что. И еще одно искушение подстерегает людей, страстно увлекающихся достижением успеха или приближения к нему. Дурманит им головы, пьянит, хмель застилает разум, заставляет совершать оплошности. Человек невольно привлекает к себе внимание окружающих, становится объектом людских пересудов и насмешек. Разумные люди в такие критические моменты не теряют рассудка, сдержаны и не выставляют своих чувств на всеобщее обозрение. Главное, глупый же скачет на неоседланном коне, воздев глаза к небу, словно обезумев, потеряв в пылу шапку и не обращая внимания на то, что полы его чепана покрывают зад лошади. Вот что я видел. Желаешь быть в числе умных людей, спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц, как ты живешь. Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни? Не придется ли тебе потом испить горечь сожаления? Или же ты и сам заметил, не понимаешь, как и чем жил? Итак, первое задание. Определите основную детальную информацию. 15-го слова заполните таблицу. Итак, основная информация. Легкомысленный человек тратит время на ничего не стоящие, пустые, бессмысленные затеи. Хватившись, обнаруживает, что лучшие годы пролетели напрасно, и позднее раскаяние не приносит ему утешения. В молодые годы он ведет себя так, будто молодость бесконечна, не сомневается, что впереди его ждут еще более заманчивые утехи и радости, но очень скоро, утратив былую силу и гибкость, он оказывается негодным ни на что. Детальная информация. Разумный человек интересуется достойными, серьезными делами, упорно добивается своей цели, даже воспоминания о перенесенных невзгодах на пути к ней ласкают слух и радуют сердце его слушателей. В ней не найдешь и тени сожаления о прожитых годах. Упражнение 2. Найдите разницу между умными и глупыми людьми. Ответьте на вопрос, почему АБ показывает разницу между умными и глупыми людьми. Что надо сделать, чтобы не стать объектом людских пересудов и насмешек? Приведите 2 примера. Я думаю так, чтобы не становиться объектом людских пересудов и насмешек, нужно жить своей жизнью. Не нужно стараться кому-то угодить, нужно нравиться себе, таким, какой вы есть. Только после таких мыслей можно обрести покой от негативных людей. Приведу 2 пример. Он будет немного противоположен первому, но смысл тот же. Даже если над вами смеются, сделайте какой-то вывод из этого, становитесь лучше.
Убирайте негативные причины, по которым идут насмешки. Стремитесь к лучшему, держите лучше всех. С одной стороны, все мы одинаковы, но с цитатой Абая я согласен в одном, что есть разница между глупыми и умными. Но если умные люди унижают глупых, то умные ничем не отличаются от глупых. Задание 3. Составьте аргументированные высказывания на тему «Как прожить достойную жизнь». Замените данные слова и словосочетания равнозначными фразами, передающими смысл и идею текста. На мой взгляд, прожить достойную жизнь, прожить жизнь, достигая целей, обучаясь чему-то интересному, реализуя мечты, жизнь должна быть прожита так, чтобы она оставалась в нашей памяти навсегда. Если человек не понимает, зачем живет, у него нет ничего, что его вдохновляет, то он становится объектом людских пересудов и насмешек. Чтобы прожить достойную жизнь, нужно много стараться, также видеть существенную разницу между успехом и горечью сожаления, чтобы успехи оставались в памяти, а лучшие годы пролетели не напрасно. Если человек желает быть в числе умных людей, он будет гореть желанием делать что-нибудь полезное для своего образования и жизни.